норматив 8 метров. Мы же не зря дали вам 8 метров. Должно быть 3 метра отсюда, 3 метра отсюда и септик. Должно быть. Хватит. Да, ну хорошо. Ладно. Разобрать надо. Там засыпать надо, заизолировать надо. На минарет. На минарет. На минарет. У нас же не заказан бетон. А у нас опалубка еще только разбирает, еще здесь нет. Они только разбирают там. Вот так, да? Да, на среду мы, вот на среду под него возьмем бетон, вот сюда. Ну хорошо. В среду. А эти там, здесь собирать будут. там же нам надо брать сколько? 40 кубов? 38 Зачем? Сколько? 9 кубов. А вот Подготовку. Подготовку 9 кубов, да. Понял, хорошо. 9 кубов, если мы подготовку заберем, потом его день-два будем армировать, там 1,5 тонны с лишним идет арматура, ну где-то ближе к субботе, может быть. Хорошо. Попробуем там бетон положить. Ладно. Сегодня мы забетонировали фундамент под дымовую трубу. Вот она на виду. Его укрыли специальным брезентом, чтобы он был в тепле. При схватывании бетона начинается реакция с цементом, и он само выделяет тепло. Чтобы она тепло не потерялось, а сохранилось для схватывания бетона, мы его укрыли брезентом. А мачта труб какой высоты будет? Высота мачты будет 9 метров. Металлоконструкция уже тоже заказывается. Будет 9 метров высота мачты. Чтобы сегодня была возможность, чтобы сегодня забетонировать фундамент под мачту, нам пришлось с некоторыми товарищами рабочими и в субботу, и в воскресенье полными днями работать, установить опалубку, проармировать, все подготовить для приема сегодняшнего бетона под мачту. Ну, очень удачно получилось, все хорошо. За 2 дня мы успели фундамент подготовить, опалубку, заармировать, закладные детали поставить и сегодня забетонировали. То четверг и пятница начнем армирование фундамента под блоки. Завтра, если все нормально, мы завтра опалубку разберем фундамента мачты, сделаем изоляцию фундамента и обратно засыпку. И в среду будем принимать бетонную подготовку под основное здание.